27-й Петербургский международный экономический форум собрал на одной площадке 17 тысяч участников из 136 стран и территорий. В течение нескольких дней Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» стал ведущей площадкой, где представители деловых кругов и органов власти разных стран смогут обсудить социально-экономическое развитие, международную торговлю, новые рынки сбыта, технологическое лидерство, определят направление партнерства в сферах цифровизации, туризма, транспорта, зеленой экономики, энергетики, медицины. Официальная часть стартовала с пленарного заседания по главной повестке мероприятия в этом году – основам многополярности формирования новых центров роста. По теме форума высказался Махмуд Али Калиматов, который возглавляет делегацию республики, принимающую участие в работе форума. Глава Ингушетии отметил, что программа очень насыщенная, участников ждет плодотворная и конструктивная работа. Несмотря на попытки изоляции, Россия остается сильной и открытой для сотрудничества. На площадке форума представители Ингушетии проведут ряд рабочих встреч с деловыми партнерами, подпишут соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, и первые из запланированных подписали сегодня с Государственным университетом управления. Подписи в документах поставили глава региона и ректор вуза Владимир Строев. Я думаю, все, что задумал, выполним. Двухстороннее сотрудничество будет направлено на формирование и реализацию образовательных программ высшего образования, создание единой информационной среды в сфере науки, образования и реального сектора экономики. Одним из весомых пунктов соглашения является разработка и внедрение эффективных форм сотрудничества университета и работодателей Ингушетии при подготовке и трудоустройстве выпускников. Это важный шаг для снижения уровня безработицы в Ингушетии, отметил глава региона. Те специальности, которые нам необходимы, а у нас промышленность развивается, то есть у нас, в принципе, алюминиевый кластер, да, и другие предприятия, нам не хватает как раз вот специалистов, и их переучивать. Необходимость есть. Ну, мы готовы, мы тем более входим уже в одну инженерную, передовую инженерную школу, правда, с вашими соседями, с Грозненским нефтяным. Вот, вместе сделали такую школу, да, но как раз они тоже обратились ровно с тем же, да, на самом деле, да. Вот. Сейчас работаем с техническим университетом, Самарским, и у нас Московский физико-технический университет. У нас соглашение есть университета, вот, и вот они как раз нам помогают, потому что в действительности сегодня и если говорить профиль алюминиевый, отопительные радиаторы, техстроят трубы всех размеров там, да, вот у нас в этой части есть. Ну и естественно, любая отрасль, которая развивается, необходимость оказалась вот есть технологии. Махмуд Али Калиматов в интервью Федеральным информагентством также поделился планами и ожиданиями от форума. Так запланировано участие в экспертных сессиях, дискуссиях, презентациях. Предстоят деловые переговоры об экономическом сотрудничестве с делегациями стран Ближнего Востока. Глава республики также рассказал о перспективах развития региона, достижениях в экономической и промышленной сферах за последние несколько лет. У нас встреча будет ориентировочно, да и сегодня обговаривали по туризму, развитие туризма, и с Бахрейном встреча будет. Ну, в целом считаем, что республика развивается, и промышленность, и сельское хозяйство. Мы делаем достаточно, но не совсем сколько мы хотели бы. Поэтому у нас еще есть к чему стремиться. И самое главное, есть поддержка и президента, и правительства Российской Федерации, и вот в этом направлении идем. А там уже предметно, я думаю, что то развитие, которое у нас есть, оно, думаю, принесет плоды и развитие нашей республики. Форум продлится до 8 июня. Основная деловая программа ПМФ-2024 разделена на 4 тематических блока, которые отвечают главной миссии форума. В частности, в рамках трека «Переход к многополярной модели мировой экономики» состоятся сессии и панельные дискуссии, посвященные вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. Второй тематический блок деловой программы «Российская экономика. Цели и задачи нового цикла» посвящен ключевым драйверам экономического
экономического роста. Технологии, обеспечивающие лидерство – это третий тематический блок. Отдельным треком выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие. Приоритеты государства», где обсудят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития. Участники деловых сессий затронут в том числе социальные темы, такие как поддержка многодетных семей и ветеранов, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику. Хадза Добриева, Магаз 24.